Программа «Персонально ваш». У микрофона Максим Курников. А «Персонально ваш» сегодня Евгений Литвинов, руководитель отделения Комитета против пыток в Башкортостане. И я сразу хочу попросить вас, Евгений, рассказать об организации немного, потому что кто-то знает, кто-то не знает, чем вы занимаетесь. Здравствуйте, Максим. Могу начать с того, что наша организация существует с начала нулевых годов. Чем занимается организация? Юридическая помощь, проведение общественных расследований по заявлениям лиц, которые пострадали в результате незаконного насилия или пыток, причиненных сотрудниками того или иного правоохранительного ведомства. То есть это могут быть сотрудники полиции, могут быть сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, и так далее. То есть. У нас сегодня в эфире был представитель другой общественной организации «Голос», которая занимается правами избирателей, и, естественно, один из самых популярных вопросов, который, как только приходит представитель общественной организации: а на какие деньги вы существуете? У нас в России принято с подозрением относиться к любой общественной организации и, соответственно, уточнять: а откуда у вас деньги? Так откуда? Можно сказать, что бюджет организации составляет различные, так сказать, фонды, в том числе и зарубежные, которые с той или иной периодичностью могут путем благотворительности поддерживать, так сказать, жизнь той или иной организации. В данном случае наша организация. В каких регионах вы работаете? Мы работаем в Оренбургской области, в Москве. Новые отделения открылись в Краснодаре и в Башкирии в прошлом году. Также имеется отделение по всему Северо-Кавказскому западному округу. Отделение дислоцируется в Пятигорске, и имеется главный офис в Нижнем Новгороде. Главной офис в Нижнем Новгороде. Да. Насколько, в общем, есть разница между тем, как работают подразделения комитета в регионах, и есть ли разница в жалобах в разных регионах? Жалобы по части того, на кого обращаются, практически нету. Абсолютно везде хороши как сотрудники ФСИН, как сотрудники тогдашнего ФСКН, сотрудники милиции, в данном случае сейчас полиции. В целом приток жалоб по части именно дифференциации того или иного ведомства, которое допускает такие огрехи в своей работе, оно практически равно. В целом можно сказать, что наверное, полицейских у нас больше, чем по численности на душу населения, чем всех остальных работников силовых ведомств. Соответственно, основной упор идет на полицию и именно на пытки. Есть, конечно, различия между отделениями. Допустим, Оренбургское отделение последние 2-3 года славится, в кавычках, нарушениями именно превышения должностных полномочий стороны сотрудников ФСИН. Имеется... То есть приговоры по тем делам, которые были возбуждены, по всем ним приговоры вступили в силу. Можно сказать, резонанс был создан очень такой большой. Если уж мы заговорили об этой части, я, кстати, напомню, что мы в прямом эфире, поэтому можно присылать СМС на номер +7 927 304 1051. Вашу организацию, даже так, вашей организации, потому что вы переименовывались и меняли статус, признавали неоднократно иностранным агентом. Во-первых, почему, на ваш взгляд? Потому что, в общем, чтобы быть иностранным агентом, нужно же в политику лезть. Получается, что вы где-то в политику залезли. Это первый вопрос. И второй там же вопрос: почему вы не стали работать под этим статусом? Статус иностранный агент, согласно действующему законодательству, предполагает собой наличие в деятельности организации двух основополагающих признаков. Первый признак — это, соответственно, существование на иностранные, так сказать, ресурсы, получается, политическая деятельность. Политическая деятельность — понятие широкое, до сих пор оно как-то в узкие рамки не очерчено в полном смысле этого слова. Не буду лукавить, могу предположить, что просто наша деятельность была именно натянута на данный, так сказать, признак. И, поэтому мы неоднократно, дважды признавались именно в таком статусе.
Вот после того, как вас признали, дали этот статус вашей организации, вы начали, да, переходить в другие организации, как-то повлияло ли это на вашу работу в судах, на то, как вас воспринимали в органах полиции, в СИН, я не знаю, в Следственном комитете, или, в общем, ничего не поменялось, просто вот добавилась какая-то там бумажная, там, судебная работа? В целом, наверное, работа поменялась мало. Редко-редко мы слышим в судах реплики либо со стороны адвокатов, которые защищают тех сотрудников, которые привлекаются к ответственности за превышение должностных полномочий, а редко-редко еще с чьей-то со стороны. Ну, со стороны прокуратуры иногда такие реплики встречаются. Ну, в целом, так сказать, что работа стала хуже или лучше, я, честно говоря, не могу. Я уже пришел в данную организацию, когда она... буквально через несколько месяцев данным статусом возобладал. Поэтому я не могу сказать, раньше было лучше, хотя некоторые сотрудники нашей организации так говорят, что вот раньше нас там никто больно не знал, связываться сильно не хотел, более того, даже опасались. И, то есть, можно было просто отправить тот или иной запрос с нашей подписью, с нашим бланком, так сказать, с нашей печатью, и на него в определенные законодательные сроки приходил тот или иной ответ, как будто бы сама прокуратура запросила какие-то данные. То есть такое, в принципе, имело место быть. Потом, а сейчас проблемы с этим? Сейчас, с этим проблемы начались в 2014-2015 году, и просто сейчас такой практики нет. Тогда, возвращаясь именно к отделению здесь, в Башкортостане, в Уфе, вы его сначала открывали, потом закрывали, вот теперь снова открыли. Почему, во-первых, так происходит? И, там уже поподробнее поговорим о том, кто к вам обращается. Отделение Башкирии было создано, образовано где-то в 2007 году, если я не ошибаюсь, можно сказать, наравне с Оренбургской областью. И тогда еще, то есть сотрудники башкирского отделения, вот 2005-2006 год, они даже вот работали именно вот по области, по Оренбургской, пока там не было отделения, пока там не стал руководить Вячеслав Дюндин. Отделение работало где-то до 2013-2014 года, потом отделение столкнулось с кадровыми проблемами, в результате чего просто некому было, можно сказать, работать. Могу сразу сказать, работа каждого отделения строится именно на каком-то, в таком неком инициативном ключе, то есть что в Оренбурге, что в Башкирии это происходило следующим образом, что находился человек, который готов был с этой проблемой работать, он эту проблему через себя пропустил и решительно решил именно вот от нее избавиться, ее как-то решить. Тогда я вот что спрошу, насколько здесь ситуация требовала этого открытия, скажем так? А вот вы как поняли, что здесь нужно открывать отделение комитета против пыток? Здесь какая-то ситуация чуть более там страшная, чем в других регионах? Или, почему, в общем? Вы имеете в виду вторую реинформацию? Вот сейчас, да. Прошло... Год назад, да, примерно? Да, можно так сказать. То есть прошло с момента закрытия отделения первого, можно так сказать, 2 года. Каких-то особых обращениях с особым таким прям, с особой значимостью именно для нас, можно сказать, не поступало. Все-таки, есть адвокатура, есть люди, которые готовы этим заниматься, есть люди, которые готовы обжаловать отказные постановления. В принципе, это как бы не какая-то такая космическая деятельность. Каждый человек, который имеет юридическое образование, может, в принципе, может этим заниматься. Там же, где наша помощь действительно нужна, там, где идет какое-то активное противодействие, сопротивление со стороны сотрудников того или иного ведомства, там нужна помощь, наверное, более узкая, специализированная. Вот мы, наверное, такими и являемся, так сказать, специалистами вот в этой данной узкой области. Мы после обращения к нам Венера Мардамшина в ноябре 2016 года поняли, что надо, не то чтобы надо возобновлять работу, надо чаще там появляться в Башкирии и чаще реагировать на вот эти обращения. И потом, быть может, это отделение вновь возобновит свою работу. Что и произошло, собственно. А чем случай Венеры Мардамшина отличается от любого другого преступления? Давайте как раз, может быть, напомните, в чем там суть дела. Суть дела следующая. Венера Мардамшин, житель Нефтекамска, в один из дней, а именно 10 ноября 2016 года, в День полиции, он
отвез с утра супругу в больницу, ребенка в детский сад или в школу, вернулся домой и буквально часа через 2 вышел из дома, из подъезда, и был схвачен людьми в гражданском. Сразу на него был надет мешок, и вместе с пакетом, и он был, то есть, доставлен на машине в помещение, которое, как выяснилось, было участковым пунктом полиции. Там с ним произошло то, что происходило с нашими заявителями вот в этот промежуток где-то с 2007 по 2014 год, когда вот полицейские пытки действительно лютовали, а потом они как-то сошли на нет и превратились в какие-то, такие точечные случаи. Где-то кого-то там, не знаю, какие-то побои нанесли, где-то при задержании там силу, так сказать, чуть больше, чем нужно, применили. В случае с Мардамшиным здесь был, можно сказать, полный букет. Здесь, то есть, он и был просто избит, был по всему телу абсолютно был сбит именно путем ударов электрошокером, потом был связан, подвешен между 2 столами палкой. То есть все, что комитет имеет у себя в практике в те, так сказать, чуть более ранние года, оно все имело место быть здесь в конце 16 года. А зачем это делали? Для чего это проделывали с ним? Он должен был в чем-то признаться или что? Что произошло-то? Изначально, опять-таки, как Венер рассказал нам, а потом и следствию, и уже сейчас в суде, сотрудники изначально принуждали его сознаться в том, что он якобы похитил у некой женщины сотовый телефон, а потом плавно перешли к тому, что он похитил женщину, вот эту самую, которую этот телефон, так сказать, открыто похитил. У них были какие-то доказательства, они хотели, чтобы вот он признался, или они просто первого попавшегося человека взяли и решили заставить его признаться? Как вы это себе видите? Мы, можно сказать, не сопровождали активно именно вот то самое дело в отношении самого Венера. То есть по этому делу занимался отдельно адвокат, которого Венер нанял. И, можно сказать, что Венер вот с той самой женщиной, которую он якобы похитил, якобы у нее украл этот телефон, он с ней знаком. И он с ней, можно так сказать, связан именно теми ниточками, теми такими нюансами их отношений, что, опять, как сказал нам Венер, сотрудник, которого пытал, сказал, ты идеальный кандидат для нас. Вот прямо сейчас сказать так, чтобы поставить точку в этом деле, невозможно, потому что дело в отношении Венера, оно до сих пор висит, оно постоянно продлевается. Но это очень важный момент. Пока никакого нет. Пытки сами по себе – это ужасное явление, но оно есть везде, оно и бывает во всех странах абсолютно. И здесь важно, как себя ведет государство в этой ситуации. Вот как органы следствия, как органы полиции отреагировали на те сообщения, которые подал сам Венер Мардамшин, которые вы помогали ему подавать, и которые, я так понимаю, которым еще адвокат занимался? После того, как он обратился, я приехал из Оренбурга в Нефтекамск, провел вот это самое общественное расследование, опросил Венера, опросил родственника, опросил тех или иных свидетелей по этому делу, пытался как-то восстановить всю эту цепочку событий. Выяснилось, что у сотрудников уже изначально была некая защитная реакция на вот эти самые обращения. То есть Венер, когда перед тем, как был отпущен из отдела полиции, с него взяли расписку о том, что он где-то гулял, пил, телефон разрядился, к сотрудникам полиции претензий не имею. И таким образом, это была основная их версия, она же фигурировала в изначальном пресс-релизе по вот как раз-таки после уже нашей новости, после которой, в свою очередь, было возбуждено уголовное дело, после которой поднялся некий резонанс, после которой МВД было уже вынуждено какую-то оправдательную версию тех событий вот вы так привести в пресс-релизе. Так легко заведено уголовное дело, как будто бы это всегда происходит. Но на самом деле здесь, наверное, нужно отдать должное Следственному комитету республики или там какой уровень это был, района или чего, который просто завел это уголовное дело, потому что не во всех регионах так происходит. Я здесь всего нахожусь год, и действительно от многих адвокатов и
других, так сказать, юристов я слышал вот эту фразу, что раньше так не возбуждали. Что-то здесь поменялось. Либо с перестановкой руководящего состава так получилось. Следственного комитета. Следственного комитета, да. В частности, вот когда Житинев, фамилия Житинев, руководитель, который сейчас, правда, уже на повышение не руководитель, пошел, да, на повышение пошел. Вот якобы с его приходом как-то поменялась работа, поменялось отношение к работе. Я не буду говорить, что прям очень изменилось само по себе следствие в эффективности. Но то, что вот стали возбуждать дела, по которым даже у некоторых моих коллег вызывает удивление, то есть как они здесь дело возбудили. То есть в Нижнем Новгороде, чтобы добиться возбуждения подобного дела, которое там у нас есть в производстве, некоторые из них, там от отказных 20 надо обжаловать. И еще в Европейский суд жалобу как бы подать. А потом уже там можно говорить, что-то возбудит. Сейчас на какой стадии этот процесс, это дело? Я так понимаю, дело дошло до суда. Дело дошло до суда, дело расследовалось с ноября месяца по август месяц. Началось рассмотрение дела в ноябре в суде. Прямо сейчас идет судебное следствие. Что значит судебное следствие? То есть идет судебное заседание? Идет судебное заседание, допрашиваются лица, вызванные именно вот по данному уголовному делу, то есть свидетели, потерпевшие, вот исследуются доказательства. Кого обвиняют в этих пытках? Обвиняют в пытках начальника уголовного розыска по городу Нефтекамск и его подчиненного старшего оперуполномоченного. Как они ведут себя и как ведут себя их начальники, скажем так? Они признают вину, не признают вину? Они активно защищаются? Что происходит? Вину не признают, в заседании участия какого-то активного не принимают, по большей части просто сидят и очень сосредоточенно за всем наблюдают. Они не признают свою вину? Вину не признают. Как они защищаются? Что они объясняют? Может быть, есть какое-то логическое объяснение тому, что вот человек пропал, его избили и так далее? В настоящий момент их версия строится на том, что в целом Венер никуда не пропадал. Где он был, мы не знаем. Нас там не было. В этот день был концерт, посвящен Дню полиции. Мы были сперва там, а потом разошлись по домам. То есть вообще не рассматривается версия того, что он якобы был задержан, Венер. Одно дело, если бы там мы его задержали и отпустили, или мы его задержали и опросили, после чего он там начал биться об стол головой. То есть таких версий не было. Он не был вообще в опорно-почтковом пункте. Почему у него такая версия возникла, мы не знаем. Как он опознал столько сотрудников, мы тоже не знаем. Наверное, просто город маленький. Сам Венер как-то привлекался там по какой-то несущественной статье. В общем, он просто знал всех визуально и поэтому решил на всех повесить. Вот эти мы сейчас прервемся на московские новости. Сразу после московских новостей вернемся в студию. Я напомню, что у нас в гостях руководитель отделения в Уфе Комитета против пыток. Вы можете присылать ему вопросы по номеру +7 927 304 1051. В Москве 13 часов 30 минут. Добрый день. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Тверской суд Москвы рассмотрит материалы по административному делу Алексея Навального 5 марта, за 2 недели до президентских выборов. Политику грозит штраф до 300 тысяч рублей и до 30 суток ареста. Дело было возбуждено после акции 28 января. Управление делами президента России отрицает причастность самолета Ил-96 специального летного отряда России к делу о контрабанде кокаина, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя управления Елену Крылову. По ее словам, эта информация не соответствует действительности, а фотографию с бортовым номером самолета подделали. Напомню, видео и фотографии Ил-96 опубликовала аргентинская жандармерия, утверждала, что в этот самолет были загружены чемоданы с кокаином, найденные на территории российского посольства. МВД объявило
сообщила об аресте 27 участников крупной наркогруппировки, которая действовала сразу в нескольких регионах страны. Ликвидированы 4 лаборатории, в которых производились синтетические наркотики. Группировка искала сообщников и продавала наркотики с помощью социальных сетей, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Вербовка участников осуществлялась через социальные сети путем размещения объявлений о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве закладчиков и курьеров. С целью сбыта наркотиков организаторами были сформированы ячейки группировки в регионах Российской Федерации. Налажена логистическая цепочка, включающая в себя доставку особо крупных партий наркотических средств в оборудованных тайниками автомашинах. При этом расчеты с клиентами осуществлялись с использованием криптовалют. В МВД не сообщили имен задержанных и не уточнили, когда и при каких обстоятельствах были задержания. В Дагестане продолжаются оперативные мероприятия в отношении руководства республики. На этот раз обыски проводятся у руководителя Минстроя Ибрагима Казибекова. Чиновника собирались задержать, но он сбежал из республики, сообщает РИА со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана. По другой информации, Казибеков находится в Москве. Федеральный суд Швейцарии отказался удовлетворить иск российского миллиардера Романа Абрамовича. Он просил запретить местной прессе сообщать о его попытках получить вид на жительство в Швейцарии. Заявка была отозвана в середине 2017 года. По данным издания «Зонтакс-Цайтунг», суд объяснил свое решение заботой о свободе слова и нежеланием брать на себя обязанности цензора. Кроме того, суд обязал Абрамовича выплатить 5000 швейцарских франков в счет погашения судебных издержек. Клиенты некоторых российских банков столкнулись с повторным списанием средств из-за сбоя в платежных терминалах Райффайзенбанка. В частности, на это жаловались клиенты Сбербанка. Как сообщает Интерфакс, срок возврата средств может составить до 3 дней. В Москве сегодня переменная облачность, местами небольшой снег и днем минус 14-16. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». Реклама. 25 марта в Уфе писатель, публицист, литературный критик Дмитрий Быков с творческим вечером «Письма счастья» и лекции для взрослых и детей от 10 лет про Карлсона. Оба мероприятия пройдут в формате интерактив, где Дмитрий Быков ответит на любые интересующие вас вопросы. Место проведения – развлекательный комплекс «Огни Уфы». Подробная информация и приобретение билетов на сайте ufaconcert.ru, в кассах города или по телефону 8 917 34 80 350 для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Явка. Килеу. Явка на выборах. Хайлауга. Килеу. Явка на выборах. Хайлауга. Килеу. Глава Башкирии заявил, что явка на предстоящих мартовских выборах в республике составит около 70%. Рустем Хамитов белдіруінсе, республикала 17 мартта буласақ хайлауға 70% кіші келесек. Глава Башкирии заявил, что явка на предстоящих мартовских выборах в республике составит около 70%. Рустем Хамитов белдіруінсе, республикала 17 мартта буласақ хайлауға 70% кіші келесек. «Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Мы продолжаем программу «Персонально ваш». Я напомню, у нас в гостях Евгений Литвинов, который представляет комитет против пыток здесь, в Башкортостане. И мы начали говорить о деле, с которого, в общем, началась реинкарнация комитета против пыток здесь, в Уфе. Прежде чем мы продолжим говорить о тех делах, которыми вы занимаетесь, я вот что хочу уточнить. А что вы считаете пытками? Что вот юридически в России и вами, вот именно как комитетом, признается как пытки? Знаете, именно вот наша работа, на чем строится,
То есть любое незаконное физическое насилие нами рассматривается как повод именно оказывать помощь юридическую и проводить общественное расследование. То есть порой не обязательно это может быть пытка. Ну, то есть пытка, по сути, это физическое насилие, направленное на вот получение некой информации. Ну, соответственно, эту пытку должно осуществлять должностное лицо, которое относится к тому или иному ведомству. Если там кто-то кого-то пытает, не будучи сотрудником, ну, по непонятным причинам, мы, естественно, здесь заниматься не будем. Это чисто дело полиции или чисто дело Следственного комитета. То есть вы занимаетесь именно общественным контролем за государственными структурами, имеющими возможность там изолировать людей, да, что-то с ними делать. Хорошо, здесь примерно понятно, но тогда объясните мне, где эта граница? Вот вы говорите, там, осуществили какое-то незаконное воздействие там, на кого-то, да, физическое. Бывает ведь законное воздействие? То есть? Ну, бывает, да. То есть, если мы берем термин пытка, пытка в любом случае не будет законной. А вот если мы берем именно такое определение, как физическая сила, незаконная физическая сила, бывает при задержании человек начинает оказывать сопротивление, кидаться на сотрудников, то есть там, пускать в ход все средства, которые у него при себе есть, в том числе там, и какое-нибудь холодное оружие и так далее. Здесь возможна ответная реакция со стороны сотрудников. Вы такими делами не занимаетесь? Мы проводим проверку предварительную, которую мы не называем общественным расследованием, где выясняется, насколько соразмерно была именно применена сила. Применена сила. Хорошо. То, что вы называете общественным расследованием, это звучит очень красиво, но какой юридический смысл это имеет? Это вот ваше потом общественное расследование может быть в суде рассмотрено? Нет. Это комплекс таких мероприятий, которые, ну, под собой можно понимать как, ну, грубо говоря, расследование, которое просто проведено лицом, не имеющим погон на плечах. То есть я таким же макаром, как это делает следователь или дознаватель, могу опросить человека на определенном бланке, где на бланках будет обязательно графа с подписью о том, что он общался со мной добровольно. Евгений, а для чего вы это делаете? Вот вы с него собрали эти объяснения, да? В суде это вот, как говорится, никуда не пришьешь. Зачем? Вот два момента. Первый момент, когда опрашиваю, допустим, я уверен, что я задам все возможные вопросы, которые мне нужны именно для того, чтобы установить факт применения незаконного насилия к человеку. Я человека буду мурыжить часа 1,5-2, но я из его памяти вытащу все, что он даже и не вспомнит, если его может опрашивать следователь, который будет относиться к делу поверхностно. Чтобы исключить поверхностность данного вопроса, мы поэтому вот, грубо говоря, все проводим за следователя изначально. Вы так говорите, как будто все следователи относятся к своим делам спустя рукава. Именно по тем делам, по которым следователи работают недобросовестно, или же просто имеют большую занятость, или еще какие-то объективные обстоятельства у них мешают им это сделать. Проще, что человека опрошу я, поскольку у человека есть память, она имеет свойство забывать какие-то основные вещи. Вот вы опросили его. Так. И? У вас есть бумажка, что вот он считает так. И? Я составляю ходатайство о приобщении данного опроса к материалам проверки или к материалам уголовного дела. Следователь будет обязан этот опрос приобщить, и он спокойно может этим опросом воспользоваться. То есть вы, по сути, помогаете следователям? Ну, конечно. Чаще всего, по опыту вашей организации, следователи, которые там не до конца кого-то опрашивают или не так, скажем, досконально опрашивают кого-то, или там спустя рукава относятся к ведению дела, они это делают осознанно, сознательно, потому что это касается их коллег, их там, сотрудников полиции, ФСИН и так далее, или это действительно просто от большой занятости или еще чего-то? Когда как? То есть по-разному бывает? Ну да, нет какого-то, допустим, судебного решения, где был бы установлен факт того, что следователь опросил человека на двойку. За время вашей работы здесь, в Башкортостане, за этот год, какие обращения к вам поступили и на что в основном жалуются ваши заявители? В сравнении с тем же Оренбургским отделением могу сказать, что обращения на незаконные действия сотрудников ФСИН у нас не поступили вообще.
То есть в системе ФСИН мы не можем сказать, что там все блестяще, но, по крайней мере, никто не жалуется. Но в графе цифра 0. 0. 0 обращений. Да. То есть, если с мест лишения свободы поступают какие-либо обращения, то, как правило, это люди обращаются на период следствия в отношении них. То есть, или ФСКНщики перегнули палку, или это сделали полиция, ну, или еще кто-то. Так. А на что жалуются? Так, если при задержании, то на сам характер задержания. Где-то там кому-то что-то отбили, где-то еще что-то произошло. В целом, опять-таки, у нас есть некоторые критерии обращения к нам. Если дело было давным-давно, то есть обращаются по делам, которые имели место быть там 2-3 года назад, мы, учитывая именно ограниченность наших ресурсов, к сожалению, отказываем в проведении общественного расследования, так как считаем, то есть, что работа будет неэффективна уже изначально по данному заявлению. Вы не сможете доказать физическое Вряд ли воздействие. сможем доказать, да. Дело, в принципе, можно развалить, если сильно этого захотеть. Даже если заявитель к нам придет там, буквально там сегодня. У нас есть некоторые свои, так сказать, хитрости и комплекс, так сказать, обратной силы, который не позволяет, так сказать, этому произойти. То есть, опять-таки, если вы меня будете спрашивать о каких-то примерах в моей работе, все примеры будут утыкаться, наверное, в дело по Нефтекамску. Оно именно в этом плане у нас знаковое. То есть вся сторона комитета, она в этом деле отражена. Хорошо. Вот я все-таки хочу понять, на какие органы, скажем так, если на ФСИН не жалуются сегодня в Уфе? В Башкортостане вообще. Полиция и ФСКН бывший. Какие дела конкретные вы можете рассказать, кроме дела Венеры Мордавшина, о котором мы так или иначе уже сказали? Какие еще вы сейчас ведете и в качестве расследования, и в качестве уже судебного процесса? Прямо сейчас в числе тех дел, которыми мы занимаемся, возбуждены дела по 5 случаям, по 5 заявлениям. Первое дело – это дело, как раз-таки дело в Нефтекамске. Дальше по хронологии к нам поступило обращение жителя Бирска по тому факту, что он был избит в отделе полиции, в результате которого он получил подвывих шейного позвонка. Второго, третьего, какого? Позвонка какого? Да. Не могу сказать какого. Где-то в области шеи. Просто это значит, вы знаете, я как человек, который имел такую травму в свое время, если могу интересно, сказать, да. Вред здоровью средней тяжести. Понятно. Потом дело Чешмы, собственно, дело, по которому у нас на прошлой неделе состоялся приговор. Заявителю отбили селезенку, в результате чего она разорвалась, и здесь вред здоровью уже тяжкий. А это когда произошло? Это произошло в апреле прошлого года. То есть не 2-3 года назад? Нет. Да. Нет. Тогда, еще раз возвращаясь к Бирску, там на какой стадии все? То есть если по Чешмам там приговор, а здесь? В Бирске следствие шло до декабря прошлого года, и почему-то было принято решение о прекращении дела. Почему, на ваш взгляд? Следователь ссылается на тот факт, что заявитель до того, как был доставлен в отдел, поскользнулся на льду и упал, и ударился головой, а именно лобной частью. И что, возможно, травма была привлечена именно так. На ваш взгляд, почему не хочет следователь расследовать? Там действительно слабая доказательная база, там легко будет развалить это дело в суде, и он не хочет, что называется, сырое дело куда-то вести, или другие причины? Если есть какие-то конкретные причины, и они действительно имеют под собой веские основания, то же самое, допустим, извините, но у нас вообще не хватает доказательств. Доказательством допрос потерпевшего – это единственное доказательство, которое у нас есть. То есть оно ничем не подкрепляется. Мы здесь вряд ли что-то можем сделать. Если хотите как нам помочь, не знаю, где-нибудь какую-нибудь экспертизу проведите, что-нибудь, какого-нибудь свидетеля нам, не знаю, То есть так найдите. иногда следователи вам говорят? Порой следователь спокойно идет на контакт и говорит, что я не могу доверять сотрудникам, которым я даю поручения в проведении оперативно-розыскных мероприятий, так как в отношении их коллег ведется уголовное дело. Давайте работать вместе. Так. Собственно, мы опять-таки... Но в этой ситуации не было ничего такого? В этой ситуации ничего такого не было, никакая веская причина формально-неформально озвучена не была. Следователь, как я понимаю, просто
ну, просто не верит то есть это его искренняя убежденность? Это его искренняя убежденность. А вы скорее верите здесь заявителю? Ваша проверка показывает, что он скорее говорит правду? Наша проверка показывает то, что если у него были какие-то там побои на том или ином участке тела, не связанные с каким-то подвывихом тех или иных там костных позвонков, так скажем, да, тогда, наверное, да, мы бы могли усомниться в версии заявителя. Все-таки, то есть он, опять-таки, был в алкогольном опьянении, он пару раз действительно падал, хотя он был, опять-таки, под контролем тех сотрудников, которые его задерживали. К ним, опять-таки, тоже вопрос в этом плане. Но вот именно вот эта травма, она ставит под сомнение версию следствия. Что, объясните, пожалуйста, как он такую травму получил. Евгений, вот вы говорите о том, что иногда следователи действительно идут с вами в какой-то контакт и как раз говорят, что они не могут в полной мере опираться на помощь сотрудников полиции, потому что они заинтересованы в разваливании дела. Но, насколько я помню, после того нашумевшего случая в Казани, с изнасилованием бутылкой, закончившегося смертью задержанного, были введены специальные подразделения в Следственном комитете, которые должны были заниматься только расследованиями в отношении сотрудников полиции. Почему так, во-первых, работает эта система или не работает, и сталкивались ли вы с ней? Есть специализированный отдел по Приволжскому федеральному округу, который был создан, собственно, по инициативе центрального аппарата. Насколько я знаю, самый ближний к нам находится вроде бы в Нижнем Новгороде. На моей практике ни одно из наших дел не передавалось туда. Если куда-то передается какой-либо из наших дел, то передается просто в центральный аппарат, в один из отделов по особо важным делам, который, в принципе, тоже эффективно все расследует и объективно все расследует. Вот на это можно сделать акцент. Тем не менее, я так понимаю, что то ли не хватало там мощностей, что называется, не хватает сотрудников, возможно. То ли этот орган, в общем, не так активно работает. Я думаю, если дело будет резонансным настолько, насколько им оказалось дело в Казани, то у него есть все шансы попасть в этот отдел. А собирать подряд все дела, которые могут не, так сказать, не стать теми самыми палками, за которые можно повысить свои показатели. Я думаю, причина еще в том числе и в этом. Насколько существует какая-то цеховая солидарность, давайте так это назовем, между сотрудниками Следственного комитета, полиции, прокуратуры? Насколько они друг друга скорее покрывают в таких преступлениях или наоборот, скорее рьяно расследуют для того, чтобы как раз межведомственные какие-то иногда конфликты случаются, или, может быть, действительно заработать звездочки на погоны, потому что это ведь все-таки дело, всегда резонансное. После случая в Нефтекамске, у меня каждая реплика будет, скорее всего, после случая в Нефтекамске, в данном случае, мной был сделан такой вывод, что, наверное, любой местный отдел примерно такой же, как Нефтекамский следственный отдел, потому что в Нефтекамске дело на местном уровне не расследовалось вообще, именно в том ключе, в котором была разработана версия потерпевшего. То есть там были допрошены, можно сказать, все сотрудники, а только потом был допрошен потерпевший, свидетель, который видел его в этом отделе полиции. Естественно, получилось так, что мы добились того, что дело забрали в отдел по особо важным делам, после которого дело кардинально развернулось на 180 градусов, и следствие именно взяло нужный курс, по нашему мнению. Мое мнение было таким, что любой следственный отдел примерно в таком же ключе работает. Пока по башке не дадут, пока не будет какое-то волевое решение, никто не будет расследовать его так, как видим мы. Опять-таки я ошибался. Дело в Чешмах наглядно показало, что, в принципе, и местный отдел может спокойно расследовать дело, причем дело было достаточно сложное, было и противодействие тоже со стороны сотрудников, правда, не такое очевидное и шокирующее, каким оно оказалось в Нефтекамске. Но, тем не менее, была создана следственная группа, дело было расследовано, более того, оно мало того, что было расследовано так, как именно мы представляем по нашим критериям, так еще и сам обвиняемый ознакомился с материалом уголовного дела, ни на
нашел ничего лучшего, кроме как признать свою вину. Действительно так. Но давайте в двух словах напомним. Его избил сотрудник полиции, избил так сильно, что ему пришлось удалить селезенку. Да? Да. Есть еще что-то важное по этому делу, что стоит какой-то там нюанс нести, чтобы понимать, насколько это там страшное преступление? Какой нюанс внести? Но если вкратце, то дело именно так звучит. Хорошо. Но он был задержан. Да, мы рассказывали об этом деле. Как я думаю, что многие наши слушатели в курсе, и мы ставили вопрос на голосование. Насколько кажется справедливым или несправедливым приговор по этому делу, и наши слушатели были возмущены, в общем, да, тем, что, во-первых, 4 года условно, то есть человек не получил никакого там срока, никакого, в общем, реального наказания, как кажется слушателям, а во-вторых, им кажется, что это такая неудача, что ли, да, обвинение, несправедливость и так далее. Вы как оцениваете, насколько это скорее успех Комитета против пыток, этот приговор, насколько доволен сам потерпевший, который к вам обратился, и вы дальше будете оспаривать этот приговор или нет? Начну с потерпевшего. Потерпевший, можно сказать, приговором доволен. Более того, он сам лично инициативно ходатайствовал о вынесении, так сказать, приговора, именно не связанного с лишением свободы. Ничего себе, почему? Так получилось, что потерпевший, наверное, поверил действительно сотруднику. Сотрудник извинился перед ним, извинился перед родственниками, перед родителями потерпевшего. Возместил, получается, до вынесения приговора частично сумму, оговоренную ранее. И после приговора, спустя 5 дней, так сказать, закрыл данный долг и выплатил сумму в полном объеме, которая была оговорена ранее между ними. Насколько это типичная или нетипичная ситуация, когда тот, кого пытали, прощает того, кто Абсолютно пытал? нетипичная ситуация. У нас даже между коллегами были какие-то тоже споры, разногласия. То есть один говорил, да как так, условные запытки. То есть, сотрудника жалко, все понятно, и не хочешь, чтобы он садился, учитывая условия, так сказать, нашей исправительной системы. Но все равно, условные запытки, то есть это никак не укладывается в голове. Но если все-таки абстрагироваться от этого и принять во внимание то, что человек написал явку с повинной, дал признательные показания. Он не сразу это сделал. Не сразу сделал, это тоже, да, как бы один нюанс. Возместил морально-материальный ущерб, извинился. Можно сказать, если по закону это является смягчающими обстоятельствами. Дальше уже как бы решение за судом. Более того, даже прокурор не просил реальное решение свободы, он просил 5 лет условно. Обычно прокуратура как бы в этом плане никогда не дает слабину, и то как бы попросили 5 лет условно всего. Мы не будем приговор обжаловать, мы как бы здесь солидарны с позицией потерпевшего. В данном случае пытки были, можно сказать, не то чтобы побеждены, а о чем мы говорили в ходе общественного расследования, и на момент подачи заявления в Следственный комитет подтвердилось, мы, грубо говоря, оказались правы, мы никого не дискредитировали. Давайте, у нас осталось не так много времени, я просто вот что хочу понять. Вот есть какой-то приговор, в данном случае это условный приговор. По вашему опыту, вот об этом приговоре становится известно всем сотрудникам полиции или нет? Как они это воспринимают? Насколько, если хотите, педагогический эффект есть от реального приговора? Насколько это кого-то заставит задуматься? Или система так устроена, что никакой приговор никого не заставит задуматься, и все будут работать, как работали? Так, здесь могу сказать и да, и нет. Во-первых, система оповещения среди МВД, насколько мы, опять-таки, на практике видели, существует, в частности, в Оренбургской области. То есть порой сотрудники, которые вообще не имели отношения ни территориально, ни как-то еще к тому месту, где там произошла та или иная пытка, и был вынесен приговор, они откуда-то каким-то образом знали про это. То есть личный состав, то есть до него было доведено как бы данное обстоятельство. Но это было в Оренбургской области, я не знаю, как это на остальных уровнях. А вообще это работает, на ваш взгляд? Вот когда личному составу говорят, ребят, вот так-то в таком-то районе вот осудили сотрудника за то-то, то-то, больше так не делайте. Я могу сказать, это работает, но все равно это не отменяет того, что
превышение... Второй аспект этого же самого, да, прямо скажем, вот я беру у вас интервью, и всегда на тему пыток говорить очень трудно в эфире. Ну да. Потому что это касается, ну, в общем, таких тяжелых тем. А насколько эта тема, на ваш взгляд, освещается здесь, в Уфе? Насколько вы чувствуете, что там медиа-сообщество, журналисты так или иначе уделяют внимание этой теме? И насколько нужно это делать или не нужно? Может быть, наоборот, вам журналисты только мешают здесь? Журналисты нам нисколько не мешают. Опыт, возвращаясь к делу по Нефтекамску, опыт освещения ситуации и тот резонанс, который удалось поднять, в том числе и усилиями простых интернет-изданий, усилиями каких-то местечковых телевизионных каналов, и той федеральной реакции, которая была уже под конец, так сказать, 2016 года организована, могу сказать, что резонанс в любом деле, особенно в пыточном, он важен, и граждане должны знать, кто их защищает. И не только защищает, как выясняется. Да, спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях был руководитель Уфимского отделения Комитета против пыток Евгений Литвинов. До свидания. В полном контакте с информацией. Эхо Москвы.